Дебальцево сегодня стало одной из наиболее горячих точек военного противостояния на Донбассе. В минувшую пятницу жителям города было предложено выехать из зоны боевых действий. Однако о том, что придут автобусы из Донецка, жителей не предупредили. Во многом именно из-за отсутствия информации на территорию ДНР выехало относительно немного людей. Часть беженцев из Дебальцева приняли в харцизской гостинице «Трубник». Ну, вообще вывести с Дебальцева планировалось 1200 человек. Приехало к нам 7 человек. Ну, эти 7 человек, когда в Дебальцево пришли автобусы, нам сказали, что в Харциз должно приехать 150. Мы ждали 150 человек. Но когда приехали люди уже к нам, они нам сказали, что значит, в Дебальцево их не оповестили, что будут автобусы от ДНР. Были еще предоставлены с украинской стороны автобусы, и все люди загрузились в украинские автобусы. Но наши подопечные, они случайно увидели автобус, на котором было написано «Донецк», и они сказали, что они быстренько-быстренько вылезли с автобуса в сторону Украины и пересели сюда. В Харцизск беженцы приехали в крайне тяжелом эмоциональном состоянии, делится своими наблюдениями Наталья. Люди сильно напуганы и крайне измождены. Они были как шахтеры, они были замучены. Было видно, что люди вылезли с подвалов. Вылезли с подвалов, когда мы их поселяли, их переполняли эмоции теплоты, воды и света. Вот то, что они, когда зашли в комнату, ой, свет, ой, телевизор, ой, вода. Людмила Викторовна, ее муж и пожилая мама проживают в гостинице всего пару дней. Отойти от пережитого ужаса люди не могут до сих пор. На старости лет война лишила их родного дома. Теперь беженцам возвращаться некуда. А нас разбили окончательно. Все побили, что можно. Мы вообще живем на 3-й площадке. Нас разбомбило окончательно. Мы под бомбежками бежали к матери на 1-ю. Дня 2 назад. Потом это самое, когда там были. У них там бомбоубежище. Я простыла там окончательно. Хотели не ехать никуда. Что будет, то и будет. А потом все-таки решили уехать. Пришли автобусы. Мамка не хотела ни в какую. Я ее тащила. Говорю, поехали. Что мы будем под бомбежками сидеть? Ну, решилась. Приехали. Пережидать постоянные обстрелы Майе Зарецкой вместе с сыном приходилось в подвале. Без света, воды и тепла. Мобильная связь в городе давно перестала работать. То, что им удалось выбраться из Дебальцева живыми и здоровыми, женщина считает большим везением. Мы в подвалах жили, потому что стекол не было, снаряд возле нашего дома, это повыбивало стекла, и мы жили в подвалах. Сколько времени приходилось там находиться? Ну, вот это вот недели 2, наверное. Да, где-то недели 2 мы жили, это самое, пока вот это вот не началась эвакуация. Александр Ковальчук, как только появилась возможность, не задумываясь, решил эвакуироваться из многострадального Дебальцева. Предложили ехать в Артемовск. Александр согласился. Однако уже на следующий день пришлось вернуться. Оказать Саше помощь на Украине желающих не нашлось. Нас вывезли волонтеры. Сказали нам, мы обошли все структуры, где можно, чтобы нас обустроили. Нам сказали, нет мест, негде вам находиться. Сколько вы времени там пробыли? В Артемовске? Сутки. Да, и пришлось вернуться. Ну да, со знакомыми выехали обратно в Дебальцево. Много кто хотел в Донецк добраться до знакомых, до родственников, но никто даже, не было такой информации, что будут автобусы на Донецк. И они поехали в сторону Артемовска и добираться как-то окружными путями. Воспользовавшись перемирием для перегруппировки и наращивания сил, украинская армия с 19 января стала с небывалой жестокостью обстреливать города и поселки ДНР. Люди бегут от войны туда, где хоть немного безопаснее. Неожиданно таким местом стал Харцизск, где сегодня от войны спасается уже более 250 беженцев.